Социальная реабилитация лиц с ограниченными возможностями – одна из наиболее важных и трудных задач современных систем социальной помощи и социального обслуживания. Инвалидность детей значительно ограничивает их жизнедеятельность, приводит к социальной дезадаптации вследствие нарушения их развития и роста, потери контроля за своим поведением, а также способности к самообслуживанию, передвижению, ориентации, обучению, общению, трудовой деятельности в будущем. Такие дети круглогодично должны находиться под особым надзором родителей и работников реабилитационных центров, которые проводят с ними колоссальную работу в физическом и психологическом направлении. В день мы принимаем до 11, бывает до 10, до 11 детей. Это каждый день. Вот они у меня занимаются 21 день. Потом они заканчивают этот курс на небольшой отдых, на недельный. Мы такой маленький перерыв делаем, и опять возвращаются эти же детишки. У каждого ребенка все по-разному. Вот у меня мальчик Денис, который больше 5 лет, наверное, он меня занимается. Ну, у него, скажем так, хорошая форма детского паралича, у него только ножки повреждены. Ну, мама держит ребенка, ходит. Вот Валечка, вот мама может сказать. Дома мне присылают видео, что она ходит у меня на ходулечках. Дети с ограниченными возможностями здоровья медленнее достигают определенных этапов жизненного цикла. И в этом сложном, но необходимом пути им огромную помощь оказывают родители, которые ежедневно протаптывают каждый тернистый важный шаг с ребенком на одном дыхании. У Дениса первая группа, стиральный паралич, ДЦП, первая группа. Мы уже здесь давно ходим, почти 5 лет. Вот, занимаемся, ходим, улегчение есть, все. Я очень рада, что мы сюда попали. В реабилитационном центре широко используется метод трудовой терапии, основанный на тонизирующем и активизирующем воздействии труда на психофизиологическую сферу ребенка. Один курс сделав, ребенок не побежит, там, не откроет руку и так далее. Там своя специфика. Но постоянно, если работать, в любом случае улучшение есть. И я всегда призываю родителей, у которых есть детки с детским церебральным параличом, да, тяжело, надо каждодневно работать, надо с детьми дома. Я даю всегда домашние задания, что делают детки под контролем родителей. Ассоциация родителей детей-инвалидов на данный момент технически полностью укомплектована благодаря государственной поддержке. Самым главным и сложным в решении остается вопрос просторного зала для занятий. Нам нужно помещение, чтобы мы могли свободно принять 10-12 человек. Каждый ребенок делает свое дело. Чем больше у нас будет детей заниматься, тем меньше будет детей с детским церебральным параличом. Тем больше на улицах городов своих мы увидим этих детей. Мы как открыли ассоциацию в 2001 году, первое, что у нас было, это помещение. Ну, тогда было послевоенное время, конечно, тяжеловато было. И до сих пор мы пишем, каждый год я пишу. И в мэрию города ко всем мэрам я уже обращалась, и ко всем президентам я обращалась. Ну, к сожалению, я думаю, что вопрос детей с детским церебральным параличом как-то висит он у нас. Хотелось бы, конечно, чтобы на это обратили внимание. Детей много, им надо помогать. Мы обязаны им всем помогать, конечно. Эти дети, рожденные в наших государственных роддомах, приняты нашими государственными врачами, что я всегда говорю. В этом небольшом помещении одновременно занимаются до 6 детей ежедневно, что крайне неудобно для детей с ограниченными возможностями здоровья. В общей сложности под руководством Виолетты Гагулья занимаются более 60 детей в разных возрастных категориях. 24 года занимаюсь этой проблемой. Да, есть у нас реабилитационный государственный центр. Но там, к сожалению, до 18 лет принимаю детей, помогаю детям. Там и курсы массажа, лечебной физкультуры, педагоги, психологи работают. Но после 18 лет наши дети, к сожалению, остаются один на один со своими родителями и дома. А дальше? А у меня есть результаты, когда после 20 или 21 года дети начинают самостоятельно вставать, садиться. Хотя бы для себя эти дети должны
дома хотя бы себя обслуживать. 18-летний Денис Аникин, жизнерадостный, улыбчивый мальчишка, проходит реабилитацию под чутким руководством Виолетты Гагуля уже 7-й год. За все время, проведенное в этом зале, ни разу не падал духом и дальше готов стремиться к здоровому будущему. Я 3 месяца ходил на компьютерные курсы. Мне тоже предоставили, дали совет. Я в фонд Ашан обращался. Они мне дали совет, я сказал, я хочу чем-то заняться. Они предложили, я тут, где 4-я школа, рядом хожу, STEM-лаборатория. Да, вот, дали такую возможность. Значит, до 18 лет вот фонд Ашана оплачивает курсы. Значит, после 18 лет у нас нет возможности дальше продвигаться. Значит, мы, извините, так скажу, мы никому не нужны. В первую очередь хотелось бы помочь Ассоциация родителей детей-инвалидов нам с помещением. Нам очень в таком тяжелом положении. Проблемы детской инвалидности в республике являются делом государственной важности. Представители благотворительной организации Ассоциация родителей детей-инвалидов просят руководство страны оказать им помощь в приобретении помещения для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. Адиса Сагария, Эльдар Дамиров, Абхазское телевидение.